Вурнарским районным судом применены принудительные меры медицинского характера лицу, совершившему убийство и незаконный оборот наркотических средств. Вурнарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Шумерля по факту совершения запрещенных уголовным законом деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных часть 1 статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. И части 1, 2 статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительно крупном размере. Судом установлено, что данный гражданин не позднее 22 декабря 2020 года в домашних условиях незаконно изготовил различные наркотические средства для личного потребления в значительном и крупном размере. Кроме того, 22 декабря 2020 года в вечернее время данный гражданин, будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя и наркотических средств, находясь в квартире, арендуемой им в поселке Вурнары, на почве личных неприязненных отношений с гражданкой, находившейся у него в гостях, руками, а также используя в качестве оружия деревянную ножку стола, телевизор и тепловентилятор, нанес последний не менее 36 ударов в область груди, живота, головы, шеи и конечностей. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. Суд с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, установившейся, что данный гражданин в период совершения деяний и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его во время совершения и лишает в настоящее время способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Применил к нему меры принудительного медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Решение суда не вступило в законную силу. В Козловском районе по иску прокуратуры суд вынес решение о присвоении 94-летней женщине статуса ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура Козловского района провела проверку по заявлению внука 94-летней местной жительницы, обратившемуся на личный прием к прокурору Чувашии Андрею Фомину просьбой оказать содействие в присвоении звания ветерана Великой Отечественной войны. Из обращения следовало, что жительница района отделом социальной защиты населения в удовлетворении ее просьбы о присвоении звания ветерана Великой Отечественной войны было отказано ввиду неподтверждения факта работы в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Поскольку женщина не имела возможности получить надлежащие документы, подтверждающие факт ее работы в период войны, и самостоятельно подготовить исковое заявление в связи с преклонным возрастом, прокуратура выступила в защиту ее прав. Проведенной прокурорской проверкой было установлено, что при назначении пенсии в трудовой стаж гражданки был зачислен период работы в одном из колхозов с 1 июля 1941 по 1 июля 1951 года, что подтверждено документально. Таким образом, факт работы в тылу в годы Великой Отечественной войны уже был установлен органом пенсионного фонда, и решением указанные периоды работы включены в общий трудовой стаж. С учетом указанных обстоятельств прокуратурой района в суд направлено заявление о признании за гражданкой права на присвоение звания ветерана Великой Отечественной войны и возложение на орган социальной защиты населения обязанности обеспечить ее всеми установленными льготами. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Прокуратурой Урмарского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статья 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы к избранному им месту жительства или пребывания в определенной администрации
изоляции исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление под надзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенно в целях уклонения от административного надзора. Судом установлено, что ранее мужчине решением Чебоксарского районного суда при освобождении из мест лишения свободы установлен административный надзор сроком на 3 года. 28 июля 2020 года он освобожден из исправительной колонии условно-досрочно сроком на 2 месяца 16 дней. Согласно выданному предписанию, освобожденный должен был прибыть в межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России Урмарский в 3-дневный срок, в течение которого он не явился. Также в период с 12 января 2021 года по 08 марта 2021 года он умышленно уклонялся от административного надзора, выехав в город Москва. Суд, признав подсудимого виновным в несоблюдении административного надзора, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.